Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня мы собрали вас на площадке пресс-центра Абхазского телевидения по хорошему поводу. Презентуем социально значимый проект, документальный фильм «Лара Лоб», в основе которого лежит собирательный образ современной женщины Абхазии. Забегая вперед, скажу, что фильм уже отобран на международный фестиваль документального кино. Представляю вам создателей фильма. Сегодня они в нашей студии. Автор проекта, сценарист Инесса Лакоя, оператор, режиссер Хварцкия Калашникова Анастасия, Тимур Агрба, композитор, аранжировщик, автор музыки фильма «Лара Лоб», Белла Агрба, продюсер фильма, учредитель Абхазо-Российского фонда поддержки и развития науки и культуры Инал Ласт. Сейчас мы можем с вами посмотреть трейлер, чтобы вы имели представление, о чем идет речь, потому как фильм еще не видел зритель, а потом перейти к вопросам. Я ему говорю, в их возрасте ты даже не представляешь, в каких коротких юбках я ходила. Но эти юбки абсолютно не определяли мою внутреннюю сущность. А ты, девочка, ты уверена, что ты справишься? Что я чувствовала тогда? Что рухнул мир. Меня спасло рождение моей племянницы. Построить мир и обратно возродиться – это очень сложно. Сильной женщиной не рождаются, ею становятся. Пока живет человек, нельзя говорить о старости. Есть уже вопросы? Лана Цвишба, Абсна Пресс. Инесса, наверное, вопрос вам. Как пришла идея создать этот фильм? И расскажите вообще немного о нем. Я живу в Москве и часто хожу в Центр документального кино. Я люблю смотреть документальное кино. Прошлой зимой меня впечатлил сильно фильм о женщинах. Это был очень большой такой масштабный проект, в котором участвовали женщины из 50 стран мира. И там не было женщины из Кавказа, ну, из Абхазии в частности. Тогда возникла идея, я понимала, что я хочу рассказать о своей бабушке, что я, в принципе, сделала, рассказать о своей матери, вообще рассказать о женщинах, среди которых я жила. Эта идея у меня крутилась давно. Я написала Анастасии, мы с ней не были знакомы. Только по Инстаграму общались, как это принято сейчас. Мне нравились ее видеоработы, и я ей просто написала. Анастасия с легкостью согласилась, и я ей предложила, и мы начали работать. Мы нашли студию, где могли бы это снять. Это были долгих 3,5 месяца. Могу сказать, что мы трудились практически ежедневно, но во время съемок мы получали много эмоций, потому что вместе с разными героинями мы испытывали совершенно разное. Это была и боль, и мы вместе с ними плакали, и страх, и любовь, и счастье. Что мы хотели сказать? Мы хотели показать, наверное,
женщину, современную женщину Абхазии, какая она есть через истории героинь, которые были в нашей студии, которых мы снимали. Анастасия, почему вы так легко согласились? Вам понравилась идея? Почему согласилась? Потому что и я люблю экспериментировать, и когда услышала от Инессы предложение, она рассказала о том, что хочет что-то документальное, что-то о женщинах, об Абхазии, об абхазской женщине, собирательный образ. Мне стало интересно, естественно, я с легкостью согласилась. Мы с ней долго обсуждали в директ какие-то моменты, нюансы. Вот, встретились в начале лета и понеслась. Практически все лето вы работали? Да, практически все лето, изо дня в день. Вот, находили героинь, выстраивали, как говорится, сюжетную линию и думали, фантазировали насчет зарисовок, потому что они должны были как-то отражать непосредственно смысл, о котором говорили наши героини. А какой техникой вы пользовались? Весь этот проект, весь фильм снят на один телефон. Расскажите нам, пожалуйста, кто является главными героинями фильма и почему именно они? На самом деле, изначально мы отбирали героинь чисто интуитивно. Вот. Сначала среди своих знакомых, друзей, потом, в общем, у нас подключились наши очень хорошие друзья, которые сегодня в нашей студии, вот, которые нам активно помогали на протяжении всего этого времени, всего творческого процесса. Далее, конечно, мы уже понимали, что у нас будут какие-то определенные темы, например, материнство. Какая из героинь оставила вот свой след не только как вы, как режиссер фильма, а вот как человек, кого вы не можете, чью историю вы не можете забыть? На самом деле мы, конечно, полюбили и прониклись к каждой героине, то есть каждая женщина, во-первых, им огромное спасибо, что они, в принципе, пришли к нам, что они в свое время, поделились поверили, да, нам, и я, наверное, не могу сказать, что есть кого-то я выделяю, вот, но, конечно, есть очень такие трагические истории, которые было тяжело на съемках, тяжело потом при монтаже, тяжело пересматривать это. Каждый раз ты переживаешь эту боль. А вот как добиться искренности? Они не боялись объектива? Ваши героини общались с вами искренне? Потому что они же отвечали на очень личные вопросы. Да, у нас был страх из-за того, что все-таки мы маленькое общество, где все друг друга знают, да, поэтому большей частью мы всегда скрываем то, что не хотят, то, что не хотят знать другие. Такой страх был, но когда приходили некоторые героини, они рассказывали очень эмоционально о своей трагедии, да, о своем каком-то горе. Я не знаю, как это у нас получалось. Или они нам верили, или, может быть, они хотели быть услышаны. Мне кажется, наверное, больше второе, что они хотели быть услышаны. Это очень важно, потому что человек, который будет смотреть, возможно, это своего рода кому-то придаст мужество, что я не одна такая, что есть другая женщина, которая также страдает, как и я, да, если говорить о трагедии. Либо если говорить о какой-то счастливой стороне, то же самое. Когда будет премьера в Абхазии, например? Насчет премьеры конкретного числа, конкретной даты у нас пока нет, ввиду определенных обстоятельств с ковидом. Но так вот, как мы планируем на перспективу, скорее всего, это будет после показа на международном фестивале СИФА в городе Сочи, который состоится в ноябре этого года. И потом, я думаю, что если все будет складываться хорошо, то в канун Нового года, скорее всего, так. Как отреагировали на фильм, когда вы отправили для участия в международном фестивале? Вообще начну с того, что поступлением об участии в международный российско-британский кинофестиваль
Я получала как учредитель фонда уже энное количество лет подряд и участвовала там в качестве гостя, наблюдала всю картину, весь процесс творческий, потому что это не только документальное кино, это художественный, полный метр и короткий метр. Но как-то не решалась, потому что, ну, я не знаю, и в этом контексте я никогда не работала, и не было каких-то таких предложений. Но так сложились обстоятельства, что вот девочки пригласили меня поучаствовать в качестве одной из героинь. И потом, наблюдая весь этот творческий процесс, я все-таки приняла решение, что эта работа достойна представлять нашу страну на международной арене. И к моему большому там, удовольствию, я не знаю, удивлению, мы прошли в конкурсе, где было представлено более 400 работ. И, соответственно, мы будем принимать участие как страна со своим проектом. И еще я хочу добавить, что у Инессы и Анастасии не было какого-то бюджета, когда они начинали этот фильм, но тем не менее их поддерживали. Вот так поддержал их Тимур Агрба, композитор. Вы расскажете, как вы заинтересовались этим проектом, как обратилась к вам Инесса за помощью? Здравствуйте всем. Ну, наверное, сначала скажу, что с Инессой знаком я достаточно давно. У нас даже есть совместный опыт работы в поп-жанре. И потому я, если честно, даже не услышав конкретику предлагаемого продукта, сразу согласился, потому что это была она. Я знал, что она очень ответственный и талантливый человек. Но ситуация повернулась кардинально, когда я увидел черновой материал. Это реальные люди с реальными историями, реальными трудностями в жизни. И не буду лукавить, музыка вот прям полилась сама по себе, потому что надо было музыкально отобразить то, что ты видишь и слышишь на картинке. Вроде бы задача ясна, но и в то же время я чувствовал вот это давление, сложность, но надеюсь, что все вместе мы справились. Вы единственный мужчина, который участвует в этом проекте. Кругом там одни женщины. Я еще хотела бы вот такую небольшую ремарку. Вот когда задают вопрос, кто отбирал и кто принимает участие непосредственно в конкурсной работе фестиваля, я хотела бы уточнить, что все письма, которые нам поступили по участию, подписаны группой людей, которые имеют специальную научную степень. Это доктора и кандидаты культурологии и искусствоведения. Это вот такая ремарка к тому, что это не люди с улицы, которые так или иначе дают оценку тому продукту, который предлагается для участия. И еще и трейлер черно-белый, и, я так понимаю, фильм в черно-белом цвете. Почему было принято такое решение? Мы не хотели, чтобы зритель отвлекался на красоту женщины, на ее яркие цвета, потому что женщины приходили к нам безумно красивые, в ярких одеждах. А наша задача была, чтобы их услышали, увидели непосредственно яркость и красоту их души. Вот поэтому такие достаточно приглушенные тона, и героини у нас черно-белые. Сколько участниц? Участниц примерно, ну не примерно, а 63 человека. Это те, которые и в зарисовках участвуют, и те непосредственно, кто делился своими историями. Но хочу сказать, что нет ни одной постановочной истории. Бывало иногда, что мы договаривались с женщинами, о чем они будут говорить, но приходя на съемки, все поворачивалось в другую сторону, и получалось так, что человек рассказывал то, что он хотел рассказать. Поэтому постановки там нет вообще. Жиба Милана, газета «Республика Абхазия». Это история одного дубля или приходилось переснимать несколько раз одну и ту же героиню? Нет, это история одного дубля. Мы просто давали возможность, мы не ограничивали во времени, мы давали возможность раскрыться, потому что некоторые зажатые героини были, да и мы сами в этом участвовали, мы поняли, как это сложно рассказывать что-то личное.
Поэтому просто бывало так, что несколько героинь снимали в один день, например. То есть одна за другой там. А так всех снимали одним дублем, да. Вы сказали, что вы сами участвовали в этом фильме. О чем вы рассказывали? Мы понимали, да, изначально, что мы будем участвовать и что поделимся какими-то своими историями. Ну, я скажу о себе. Мне захотелось рассказать о самых ярких своих воспоминаниях детских. Это город Корчал, это война. Вот. Ну и какое было мое детство во время войны, как мы проживали. Сколько вам было лет? Мне было 6 лет, да, потому что мы хотели, чтобы все-таки... У нас как раз есть блог о войне, то есть не одна я говорю об этом, там есть женщины, которые рассказывают именно вот историю, связанную с войной. Да, я рассказывала про свою бабушку. Она была традиционной абхазской. И воспоминания о детстве, вернее, вот когда я была маленькая, все, что я о ней помню, такие яркие моменты, которые меня удивляли, как это бабушке удается. Что-то я не понимала. И в какой-то момент, когда ее не стало, я поняла, что мне эти воспоминания нужно запечатлеть на бумаге. Что я и сделала. А потом решила это рассказать. Вот вы как-то мне рассказывали, Инесса, что какой-то фрагмент из вашего рассказа не вошел в фильм, потому что надо было вместиться в хронометраж. Это было о чем? Можете рассказать? Хоть здесь, хоть сейчас. Ладно. Это была история о том, как, когда не стало дедушки, я, приезжая к бабушке, каждый раз ходила на его могилу. Однажды я пришла и решила почистить проросшую траву на могиле. И тут тихонечко подошла бабушка и вместе со мной стала выщипывать сорняки. Ну, я ее спросила, а чего ты, бабушка, меня ждала? Почему же раньше этого не делала? Она мне сказала тогда, что как это я своему мужу буду чистить могилу, проходящие мимо путники увидят, как я это делаю. Пхащароб. Тогда я этого не понимала. Теперь я понимаю, наверное, что это какой-то... Ну, это не только моей бабушке. Возможно, что и это и вашей бабушке, и вашей, что это какое-то другое отношение, наверное, к жизни, такое-то уважение к окружающим, которое, возможно, со временем мы теряем. И вот это такие яркие воспоминания бабушки, которые, наверное, я с собой заберу. Я хотела бы спросить у Беллы, чем эти женщины из этого фильма отличаются от других женщин, именно женщин Абхазии? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что все-таки женщины Абхазии — это прежде всего сильные женщины, волевые, целеустремленные, где-то самобытные, традиционные, и это только в плюс. А вот конкретно этого фильма могу сказать, что представлена широкая палитра персоналей, и вот вы впоследствии с этим можете ознакомиться. Там есть и мажорные темы, и минорные, слезы, смех, какие-то моменты, которые могут сподвигнуть зрителей, я имею в виду женщин, девушек, на какие-то, быть может, подвиги, как бы пафосно это ни звучало, на какие-то успехи в профессии. И вот как итог могу сказать, что в принципе фильм состоялся, проект состоялся. Это серьезный проект. Вот я повторюсь, девочки уже это говорили, что работа проведена была, она еще даже не закончена, какая-то техническая часть полного метра, который будет представлен в Абхазии, потому что на фестиваль мы везем короткий метр 40-минутный. И сейчас есть какие-то еще у нас, ведутся какие-то доработки, потому что обязательно это английские субтитры для международного участия, и как бы есть моменты, которые нужно доработать. Я хотела бы просто подытожить, что тем не менее, несмотря на все сложности и финансовые изначально, и больше даже эмоциональные где-то, потому что это
надо было весь этот процесс через себя пропускать ежедневно, с каждой героиней проживать их истории. И это было сложно, потому что я даже себя как бы периодически ловила на том, что я там ночью либо утром окуналась в ту или иную историю, потому что оно у меня как-то крутилось все время в голове, само это действо. И поэтому от себя, как от организатора, да, вот, проекта, могу сказать, что девочки большие молодцы. Вообще вся команда ребят, это вот Тимур, ребята-монтажеры, непосредственно авторы проекта совершили серьезную, кропотливую работу, за что им огромная благодарность. Я надеюсь, что Абхазия будет представлена достойно. И впоследствии у нас уже есть договоренности о презентациях в Москве, Карачаево-Черкесии. И уже я думаю, что в дальнейшем мы вот так покажем фильм в разных регионах. Есть вопросы? Вот еще один вопрос. Вот в прошлом году во всех социальных сетях почти очень такой вот социальный ролик был, очень сильный, с таким сильным посылом. Там снимались почти все женщины разных возрастов, и худые, и толстые. Там говорили о том, как надо ломать стереотипы. Вот посыл с вашим фильмом что-то схожее имеет? И вообще сложно же менять стереотипы в Абхазии, когда у нас такая культура, традиции, некоторые стереотипы сложно ломать. Как-то так. Цели сломать стереотипы, конечно, не было совершенно. Цель одна большая, главная – это показать такой собирательный образ абхазской женщины с разными историями. Там есть у нас и сильные женщины, которые говорят о своей силе. Там есть женщины слабые, которые говорят о своей слабости. То есть нет, просто показать жизнь, как современная женщина 21 века живет, радуется, плачет, развивается в Абхазии. Нельзя не упускать тот момент, что все-таки наша традиционность, она, какое бы ни было современное общество, да, как бы мы ни жили, оно накладывает какой-то след, и, возможно, какие-то рамки у женщины есть. Потому что, может быть, не все до конца могут открыто говорить, о чем не принято говорить. Но у нас не было, правда, да. Просто хотели показать, как живется женщине в Абхазии со своей традиционностью и так далее. Но были женщины, которые идут против рамок. Да, вы их увидите. Расскажите нам, пожалуйста, о ваших планах на будущее. Планируете ли вы еще снять фильм и о чем? Ну, не знаю, жизнь покажет. Мы просто так сложилось и вообще складывается, что получаем удовольствие от творческого процесса, что бы это ни было, сам процесс. То есть мы с Настей, с Анастасией с самого начала не думали о результатах, и мы вообще ничего не планировали, мы просто получали удовольствие от процесса. Одно дело получить там какую-то идею в голову, да, пришла, другое дело иметь смелость ее реализовать. Но когда нет поддержки, это очень сложно. И получается, что мы просто с Анастасией начали, и все, как-то поддержка вокруг, как пазл стали собираться нужные люди, которые нас поддерживали и до сих пор поддерживают. И я думаю, что это очень важно, работать слаженно в команде, за что всем спасибо. Это ваш основной посыл, как девиз. Да, у нас есть эпиграф, мы долго над ним думали. Это слова фотографа Питера Линдберга. «Красота — это мужество быть собой». Мне кажется, что это очень подходит к нашему фильму, потому что это женщины, приходя к нам, они не пытались из себя строить других людей. Они были такие, какие они есть. Когда бывало даже, если говорить даже об одежде и о макияже, там, в чем прийти, в чем вам удобно, в чем вы ходите там, ежедневно. Мы не хотели приукрашивать ни одну женщину. Каждая такая, какая она есть. Поэтому, мне кажется, красота и в этом, в том, что они мужественно показали себя. Естественными. Да. К сожалению, так получилось, что финансирование
произойдет чуть позже. Съемочный процесс уже состоялся, какие-то есть у нас технические моменты, которые ребята дорабатывают, поэтому я сейчас не озвучиваю наших спонсоров, потому что пока эти как бы люди, ну, должны утвердить проект для своего как бы участия, да, со стороны финансирования. А чуть позже, уже непосредственно перед презентацией фильма в Абхазии и непосредственно перед показом на фестивале, безусловно, мы будем озвучивать, называть имена наших спонсоров. Какие еще планы участвовать? Вы будете фильм отправлять еще на какие-то другие международные фестивали? Ну вот у меня состоялся разговор с учредителем фонда в Крыму. Это наш земляк Одиссей Пипия, который предлагает, он проводит ежегодный фестиваль кино в Крыму на базе своего фонда. И он предлагает нам участвовать в качестве страны-участника на следующий год. В этом году, к сожалению, был отменен фестиваль ввиду ковидных ограничений. Поэтому, дай бог, на следующий год мы будем участвовать. Спасибо, что пришли на наш пресс-центр. Это, правда, хороший повод, учитывая, что последний год было много проблем из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, несмотря на всю сложность, потратили Анастасия и Инесса свой летний отдых потратили на создание этого фильма. Я надеюсь, что у публики получит одобрение. Удачи вам и дальнейших успехов. Спасибо.